Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Хочу снова поблагодарить вас всех за собранные средства еще на 10 собак. Они оплачены. Итого у нас оплачено 30 собак. Осталось оплатить 220. Друзья, сбор у нас постоянный, не прекращаем. И это понятно при таком-то количестве собак. Из последних спасенышей это 10 собак за декабрь. У них закончился месяц оплаты. На финкураторство никто не подписался в декабре. Теперь надо каждый месяц о них упоминать. Это непросто. Они все живут скопом, гуляют, кушают. Все адекватные, все никому не нужные. Всех до боли жалко. И теперь надо оплатить их второй месяц пребывания в Москве. Раньше я показывала вам в роликах новых и новых спасенышей, ППЖ, прилеты, самолеты, была новизна. А сейчас выжить бы с имеющимися, и вы это знаете. Поэтому показываю нарезку, как живем, как гуляем, как взаимодействуют друг с другом. В одном ролике одна передержка, в другом ролике другая. Купила 22 миски. Вот 5. Ой, это не кошачьи. Вот еще 4. Вот еще 3. Так. Вот еще 6. Такие же. И вот еще 4. Своим щенкам 5 штучек подкупила. Все. Это вот что вы жертвуете на животных, я все пускаю в дело. Вот шикарная миска. В целом более-менее, но в буднях бывает разное. Человек с ними должен быть постоянно, одних не оставить. При человеке они не позволяют себе запретные игры, типа из-за палочки сцепиться. Но и такое тоже бывает. Человек один, а их много. Ночью, например, успели сцепиться сегодня Лика и Сима. Пришлось обрабатывать раны, кровь и колоть антибиотики. Все промываем маськой. Терпи, маленькая, потерпи чуть-чуть. Потерпи. Лика, девочка, умница какая. Терпит она, да, Ликуся? У Барри, который на квартирной передержке, редкие приступы типа эпилепсии, но под вопросом тоже случаются. И у него тоже закончился корм. Надо срочно заказывать. И Грей, старичок, который живет на индивидуальной передержке уже год с проблемами суставов, видимо, из-за обморожения когда-то в Якутске. Тоже оплачиваю его ежемесячно по 5000, что называется, за корм. И тоже подошло время очередной оплаты. Я очень благодарна людям, которые берут на передержку хотя бы за корм. Спасибо Лилии за Барри. Несмотря на жуткие боли в спине до слез и астму у нее, и старенькую мать на руках с деменцией, она еще взяла и нашего гиперактивного Барри. Только потому, что мне его с приступами подозрения на эпилепсию девать некуда. Спасибо Елене за старичка Грея. Несмотря на своих имеющихся животных, она не отказала приютить, принять за корм и Грея тоже. Уважаемые пассажиры, вылет самолета, выполняющего рейс 80 задерживается. Вылет вашего рейса. Спасибо Любови Константиновне за кошек. Помимо 7 своих, она временно передерживает прилетевших то 3, то 4 кошек из Якутска. Выручает тоже, как может. Лариса, добрый вечер. Нам включили генератор на ночь, чтобы все погрелись. Показываю, вот один. А так вот они. Не переживайте. Только что вот, говорю, в темноте и в холодине мы все сидели. Сейчас включили, так быстрее, потеплее. Все кушают, все отлично. Вот бы такой помощи было больше, чтобы не испытывать страх одиночества в решении проблем. Когда привозишь, разово помогают и забывают о них. А дальше что делать мне с ними?
а просто кричать ежемесячно. И просто показать их потом недостаточно. Ведь уже спасла, уже не скелеты, уже не вызывают жалость и уже не помним. Так зачем спасли? Чтоб я не спала, чтоб кричала от ролика к ролику. А их так много. Хоть обкричись. Напомню, друзья, из недавно спасенных в декабре. Хаска Снежка, брошенная за изгородью хозяином. И мы помним, как мы ее спасали. Белка, хозяин которой повесился. Микки Маламут, добрейший парень. Гриша из ППЖ. Две сестры, Квина и Леди с тяжелой судьбой. Енот в Инии, так неистово просившийся выпустить его из вольера. И 3 щенка. Все хотят кушать. Всех надо обрабатывать, прививать, содержать. Друзья, все нуждаются в нашей с вами помощи. Не забывайте их, пожалуйста. Можно долго рассуждать, почему так много и одновременно навалилось. Но ответ прост. Чем больше собак, тем больше проблем. А тем более в тех реалиях, которые сейчас есть у волонтеров, в которых мы спасаем, и в тех условиях, в которых приходится содержать, уплотняясь. Практически сидим на головах друг друга, тесно, в полевых условиях, настраивая еще места, еще клетки. Учитывая дороговизну стройматериала, не разбежишься. Как ни рассади, земли не увеличить в сотках. Когда сажаешь на новые передержки, не всегда остаюсь довольна с вытекающими последствиями. Потом приходится перевозить. И это тоже затратно. В общем, проблемы. И на карте остается 7250 собак. Друзья, 2 месяца назад ко мне обратилась сердобольная женщина Татьяна из города Столино и рассказала следующую ситуацию в их городе. Пьющая женщина вывезла и выкинула в лес свою коротколапую собачку, которая прожила у нее 2,5 года вместе с подросшими ее 2 детками, которым по 9 месяцев. Все 3 маленькие, коротколапые, по 7-8 килограмм. И оставила их там в лесу на погибель. Надоели, кормить нечем. Женщина, что их нашла, Татьяна, позвонила срочно мне и слезно просила их забрать. Городок маленький, передержек там нет, пристраивать некому. Там можно только сдохнуть. Но собачки-то маленькие и ласковые, ведь таких-то можно пристроить и здесь. Я подумала, что здесь мы могли бы их разобрать. Они же маленькие. Эта женщина Татьяна время даром не теряла. Я дала ей надежду и решила вам о них рассказать. Она за 1,5 месяца и стерилизовала их, и привила, только бы мы забрали. И все эти 1,5-2 месяца она, найдя эту же алкоголичку, которая выбросила собак, была вынуждена передерживать у нее же на цепях, в дырявых будках, с просьбой потерпеть собак, не вывозить их в лес, и ездила сама кормить. А теперь вопрос к вам, мои дорогие подписчики. Кому привести эту неземную красоту, этих малышек? Разве они недостойны жизни? Давайте подумаем, давайте присмотримся. Они весят всего 7, 8, 9 килограмм. Рыженькая мамочка и 2 ее дочки в возрасте 9-10 месяцев.